Ну давай, пишу, я потом подредактирую. Добро. Мир вам, братья и сестры. Сегодня хотел вот рассказать про два вида ножей, которые делаем. Это вот один человек заказал два вида. Первый вариант это вот попроще, подешевле. Такой вот примерно. Я сейчас покажу. То есть сам вот не выпрыгивает из ножен. Ножны из можжевельника. Ну и сразу покажу. Вот протестируем. Так, тут немножко. Стандартный тест вот рук лося. Это 9 ХФ металл. Первый вариант. Который подешевле. Вот. Рук лося. Дерево пострадаем. Это вот ножны примерно вот. Заготовочка, короче. В общем, заодно сразу показать, как дерево режут. То есть строгает гладненько, хорошенько так вот. Так. Хвостик коровий. Это вот показать, как мы этими же ножами бреем. То, правда, не, вот, в размоченном состоянии. Когда и с мылом, как положено все обычно. Но это сейчас вот на сухую покажу примерно вот так. И как саму кожу режет. Видно, да? Примерно так. Ну и по газетке. Газетка, правда, уже размокла. Сейчас у нас дождик идет, но тем не менее режет все равно. Вот, это первый вариант. Он тоже вот, как его сломать непросто, но он намного тоньше и легче, чем второй вариант. От длины цена не зависит, сразу говорю, длины разницы нету. Вот второй вариант. Это уже другой металл, это углеродка простая советская, линия хамончик вот видно. Ну и сразу вот сейчас покажу. Так, сбоку отсюда сможешь? Мы его вот сюда вот так вот воткнули и проверяем. Нож не погнулся, не сломался. И вот так теперь проверим. Вот так сможешь заснять. И потом в полный рост. Ни за что не держусь, как бы вот просто вот испытываем так. Видно, да, что пружинит? Вот. Прошел. Это подороже вариант, потому что есть риск сломать, во-первых, и во-вторых, здесь гораздо больше циклов ковки. В общем, работы с ним гораздо больше. Это во-первых. Раньше я сделал вот здесь кожаное кольцо. Сейчас я его не ставлю, потому что смысла нету в нем. Но так мой вес выдерживает, хвостовик до конца почти доходит. А с этим кольцом проблем очень много. Туда грязь забивается. Потом при намокании может вылететь оно, поэтому я его перестал ставить. Вот видно, да, рог режет без проблем даже кончиком. Так, теперь по дереву тоже показать. Вот сучок прямо. Видно, да, примерно как врезается. Ну, вот угол заточки очень острый, поэтому врезается он замечательно прям. Так. По хвостику. Так, ну немножко не надо. Вот так хорошо, удобно. Видно, да, что он режет волос, замечательно просто. И так вот. Так уже видно. И теперь по мокрой газетке. В общем, примерно так. И покажу ножнами, чем отличается еще. Вот на дорогом варианте здесь по-другому немножко ножны сделали. Здесь вот отверстие просверлено.
Ну, тоже из двух половинок можжевельника, этим же ножом вырезано. То есть устье ножен тоже деревянное. Можжевельник, это он убивает все микробы, клюнок постоянно приятно пахнет. И вот маленькие ножны, они по-другому сделаны маленько. Тут ствол можжевельника гораздо тоньше, то есть, а это значит его легче найти. То есть толстый ствол найти гораздо сложнее, поэтому и как бы на дорогом варианте более дорогие ножны. Ага, еще вот такой вариант не показал. Уже, наверное, не покажу, да? Ну, в общем, я уже показывал. Вот если его на что-то одеть, такое вот. Сейчас нету у меня такого ничего. Тоже мой вес выдержит. Подвес. И этот выдержит мой вес запросто. В следующем видео могу показать. В общем, всего доброго, до свидания. Все, давай. Да, вот еще не показал такой момент. Носится обычно вот с правой стороны на ремне. Оно вот в ложбинку в эту попадает. То есть, когда приседаете, вставляете, ничему не мешает движением. Сам никогда не выпадет. Но если надо вынуть, то вот пальцем сюда упираетесь, и он одной рукой у вас легко вынимается из ножен. Вот, в общем, всего доброго, до свидания.